В одной из моих последних работ «Как Россия помогала Грузии в войне против осетин» под этим видео был оставлен комментарий от некоего Абдул-Маджид Дударова. Как потом выяснилось, этот молодой человек является историком из Ингушетии. И вот что он пишет. По Дударовым, владевшим Тагаурией, не совсем удачно. Они не осетины, а ингушский род, который признается таковым и осетинскими и ингушскими преданиями и учеными. Деньги? На, серьезно? Ты не верил? Не верил, нет? Не мой. Ахмед Иналович Дударов действительно возглавлял в начале XIX века восстание. Ахмед Дударов поставлял еще в свое время отряды ополчения шейху Мансуру. Однако у осетинской стороны свое мнение на этот счет. И сейчас вам будет представлена работа Алихана Хоранова, посвященная происхождению фамилии Дударовых. В поле зрения редакции попала газета с характерным названием «Ингушетия», а именно статья «Несколько слов о роде Воделовых». Славная история рода может вызвать интерес разве что в этой своей части. В то время предки мои с Дударовыми контролировали военно-грузинскую дорогу, проходящую через Дарьяльское ущелье, где взимали пошлину за безопасное движение по ней караванов и отдельных путников, тем самым охраняя дорогу вплоть до грузинского селения Мцхета. Взимаемая пошлина делилась поровну между всеми всадниками, которые так или иначе были вовлечены в общую систему защиты Дарьяльского ущелья. Вот это поворот! И пускай идут лесом пыльные архивные фолианты с перечнем фамилий тагаурских алдаров, но предки Юсупа Воделова держали таки Дарьял под своей пятой. Юсупу Воделову нужно завести блог, он обречен на успех. Но к этому мы еще вернемся. Надо сказать, что Дударовы попадают в поле зрения ингушских историков и блогеров чаще остальных. Во-первых, Дударовы есть и ингуши, а во-вторых, фамилия знатная, с именем которой открываются радужные перспективы контроля над Дарьялом, который многим не дает покоя. Вступать в дискуссии с научными кругами Ингушетии мы не будем. За комментариями по данному вопросу мы обратились к одному из старших фамилий Дударовых, Магомету Гамидовичу. Магомед Гамидович, разъясните, пожалуйста, вопрос о происхождении Дударовых. Как это дошло до вас от ваших старших? Насколько близка ингушская ветвь? Поддерживаете ли вы контакты? Ближайшие родственники Дударовых-Слоновы. Мы даже не родственные фамилии, мы одна фамилия. Произошли мы от одного предка, его звали Инал, и нас в те времена называли Иналовыми, то есть сыновья Инала. И была такая история, кратко расскажу. В те годы мы жили в Чеми и Джейрахе, все это были осетинские земли. И у нас были родственники, кабардинцы Мулдаровы. Их мальчик был отдан нам на воспитание. Был раньше такой обычай. И в один из праздников, я не знаю какой именно, варили осетинское традиционное пиво «Баганы», и он упал в котел. Тогда по-другому это обустраивали, котел был почти на уровне земли, и он туда упал. Когда его хватились и нашли, от него остались уже одни кости. Кабардинцам об этом не рассказали, просто сказали, что ребенок заболел и умер. Время прошло, как-то они примирились с этим, но потом им кто-то рассказал, дескать, они вам сказали, что ребенок заболел и умер, а на самом деле они сами его погубили. Тогда кабардинцы приехали и попросили показать им могилу мальчика. Выкопали они его и увидели, что там на самом деле только кости остались обваренные. После этого фамилию нашу они почти истребили. Мулдаровы – сильная княжеская фамилия. Много их тут было. И все, кого называли Иналовыми, всех, кого смогли, они истребили. У нас, у Иналовых, была только одна невестка Мулдарова, которую они увели с собой на равнину. И спустя какое-то время оказалось, что она беременна. Сразу этого не было видно. Время проходит, уже вот-вот появится ребенок. И она понимает, что скорее всего его убьют. Особенно если мальчик родится. И она сбежала от них. Как добиралась, не знаю. В общем, какой-то пастух ей помог, спас и ее, и ребенка. Мальчика назвали Дудар. И они поселились в башне Инала. Это по дороге между Редантом и Чеми. Какое-то время они там пожили. И как он подрос, мать говорит ему: надо нам поближе к людям перебраться. В Чеми было опасно. Там никому они не могли доверять и решили пойти дальше в Джейрах.
Парень рос крепкий, сильный, выделялся среди сверстников, но, как это бывает, подшучивали над ним, что отца у него нет, и неизвестно откуда он. Так что его называли Сылон и Фырт, то есть выхоженной женщиной. И сам он начал задаваться вопросом, какой фамилии он, кто его предки, и пришел к матери с этим вопросом. «Расскажи, — говорит, — кто я, откуда?» Но мать ему рассказала, что дом твой сожгли, родню убили, как было все рассказала ему. Так он пожил в Джейрахе какое-то время, башню построил, 2 сына у него родились. Старший из них остался там, а младший вернулся в Чеми. Жена первая у него была Мамсурова. Потом он на кабардинке женился. Или наоборот, первая кабардинка была. Этого я точно не помню. В общем, от него пошла наша ветвь. А те, что остались в Джейрахе, ассимилировались с ингушами. Там до сих пор несколько башен наших, 4 из них целые, остальные развалины. Контакты мы поддерживаем в основном по свадебным и похоронным мероприятиям. Они нас приглашают, мы их приглашаем. По количеству ингушей сейчас больше. Мы когда собираемся, из мужчин нас бывает человек 50. Их только молодежи человек 350 можно собрать. Сами они такой же версии придерживаются? Я еще когда маленьким был, лет 11-12 мне тогда было. Помню одного нашего родственника ингуша, Касполат звали его. Я был у них как-то в Реданте, и помню, как к нему приехали несколько ингушей Дударовых, и они тогда говорили, что мы знаем, что предки наши были осетины, и мы все осетины. Я сам лично это слышал. Это было тогда. А сейчас разговор уже другой, у них почему-то резко появилась другая версия. Как-то я с ними попробовал поспорить, но понял, что это бессмысленно и оставил. Пусть каждый останется при своем мнении. Сейчас уже многое утеряно. Старшие наши немного нам рассказывали, потому что в те времена об этом не говорили, репрессии были, гонения. Но то, что я вам говорю, это от них я получил. Был у нас такой Амирхан Дударов, лет 110 он прожил. Он очень любил детей и много чего нам рассказывал. И то, что я знаю, это лишь то, что успел запомнить. А ингуши Дударовы какое-то принимали участие в контроле над дорогой, над Дарьяльским ущельем? В те времена об ингушах Дударовых мы не слышали. Говорили просто Дударовы. А ингуши они были или кто, я не могу сказать. Если мы возьмем известного Ахмеда Дударова, который последний воевал за эту дорогу, то он мой прапрапрапрадед. Его сын Дударуко Илас. У Иласа был сын Дудар, у Дудара Гамид, а от Гамида это мы уже. Вот это наше колено. А принимали ингуши в этом участие или нет, я не могу сказать. От наших старших я этого не слышал. Многие потом обменяли земли в горах на равнинные земли. Селение Новый Батакаюрт основал Дзанхот из ларских Дударовых. Он был офицер и понимал, что рано или поздно эту стратегическую дорогу заберут, поэтому он обменял свои земли в Ларсе на равнинные. Селение Инал-Икау, современный Хумалак, основал Инал Дударов. Селение Зилга основали Тасалтан и Габыз Дударовы. В Кардзин выселяли уже насильственно, и сыновей Ахмеда Дударова туда выселили. Там и Слоновых много. Это наши кровные братья. В годы революции и в Первой мировой много Дударовых полегло. 48 офицеров было у нас, 4 генерала. Потом пошли гонения. Кого расстреляли, кого сослали на Соловки. Отца моего Гамида после 1 класса исключили из школы, не пустили дальше учиться. Так он и остался с 1 классом образования. Упоминание об этом есть и в Национальном архиве Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований. В предании о происхождении Дударовых говорится об истреблении Мулдаровыми Иналовых и бегстве последних в Кистью, где они и стали известны как Дударовы по имени старшего члена фамилии Иналовых Дудара. Ссылка на этот материал также прилагается. Дударовы, живя на Реданте с незапамятных времен и находясь в союзе с одной из сильнейших фамилий князей Мулдаровых, были известны только под фамилией Иналовых. Иналовы, обитая в Тагаурской плоскости, производили полевые работы свои на всем пространстве между реками Тереком и Архонской. Живя по соседству с князьями Мулдаровыми, Иналовы за их могущество и силу составляли оппозицию силе и могуществу Мулдаровых,
подвергались ненависти, а вследствие этого двукратному истреблению почти целой фамилии. Оставшиеся после второго истребления Иналовы бежали в Кистию. По возвращении из которой на прежнюю землю свою Иналовы, из опасения подвергнуться новому нападению со стороны Мулдаровых, с которыми еще не успели примириться, построили укрепления. Окружив это укрепление башнями, которые должны были вместе с тем защищать вход в ущелье, куда для большей безопасности в случае нападения были отправляемы семейства Иналовых, сделавшиеся известными у кистинов под именем Дударовых, по имени старшего члена фамилии Иналовых Дудара. Тем временем в научных кругах Ингушетии бушует националистическая буря, пишет подающий надежды ингушский историк Тамерлан Чахкиев, блогер Темирсон. Одним из самых сильных ингушских родов, владевших территориями и ущельями здесь, был род Дударовых, Мохлый, владения которых простирались не только вверх до границы с Грузией, но и далеко вниз по течению Терека. Вскоре Дудар подчинил себе осетинские племена и стал довольно успешно сотрудничать с новыми гостями на Кавказе, с русской администрацией. Контролировал часть военно-грузинской дороги, получил от русской администрации титул осетинского князя. Че? Подожди, еще раз повтори, что ты сказал? Что, ну пусть не повторяет, ну что, если за случай, пусть не повторяет. Ты без ножа сейчас меня застрелил, братка, без ножа застрелил! Карвадол, где мой пацаны, Карвадол? В заключении хотелось бы вернуться к упомянутым выше Воделовым. Генетический анализ Воделовых определил их гаплогруппу как G2, которая у осетин встречается в 20-25 раз чаще, чем у ингушей. Генетически Воделовы – классические осетины-алагирцы. Для сравнения приведены несколько результатов тестов. Как видно из данного скриншота, генетические маркеры фамилии Воделовых из Ингушетии практически идентичны маркерам таких осетинских фамилий, как Гукаевы, Мильзиховы и Дидаровы, что свидетельствует о родстве этих четырех фамилий. Всем спасибо за просмотр, а с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео.